Коллеги, добрый день еще раз. Давайте тогда начинать. Мы кратко представимся. Мы– это общественная платформа за языки Российской Федерации. Мы объединяем активистов, энтузиастов, носителей, учителей и всяких других подвижников из числа народов России, их друзей. Наша цель– собирать самых интересных спикеров, объединять самых толковых, небезразличных людей во благо сохранения и развития языков России, наших родных и дружественных соседских языков. Мы проводим онлайн-конференции достаточно регулярно, делаем другие также просветительские мероприятия, ведем телеграм-канал, пожалуй, наиболее активно. Ну и планируем еще всякие другие форматы запускать. Поэтому рады всех приветствовать сегодня, кто с нами. Меня зовут Артем. Со мной мой коллега Дюлустан, я удмурт, Дюлустан Саха. И мы сегодня в таком мужском тандеме проведем эту конференцию. У нас несколько докладчиков. Фокус нашей сегодняшней конференции впервые – это те люди, которые должны стать будущим наших народов, наших языков. Это молодые люди, школьники, студенты и те, кто уже, несмотря на свой молодой возраст, делает амбициозные, серьезные, важные проекты в области языков народов России. Вот мы нашли несколько таких человек. Нам хотелось бы, чтобы в будущем список таких молодых лидеров, активистов по языковой части был гораздо шире, чтобы были представлены не только Татарстан, Саха, Чувашия, но и другие регионы. Нам очень интересно увидеть побольше представителей народов Сибири, побольше представителей народов Кавказа. И мы рассчитываем, что сегодня все те, кто посетил эту конференцию, а также впоследствии все те, кто ее посмотрят в записи, услышат от друзей, передадут своим знакомым, и мы получим гораздо больше молодых людей, которые смогут на наших следующих мероприятиях выступить и рассказать о своих проектах. Всем большое спасибо, что нашли время. Большое спасибо докладчикам, что согласились выступать у нас сегодня в такой осенний, погожий, надеюсь, на всей территории Российской Федерации. Это погожий, приятный день. Поэтому давайте начинать работать. И я уже сейчас передам слово нашему первому докладчику. Это Талгат Хуснуддин, татарский активист. Он выступит с рассказом о своем проекте «Татарская электронная книга». Всех призываю писать в чат, писать вопросы докладчикам в чате, делиться своими рассуждениями, идеями, предложениями в чате. Мы также направим вам ссылку на наши страницы, каналы и на тот чат, в котором мы все общаемся до и после конференции и в течение нашей жизни. Все, коллеги, друзья, всем спасибо за работу. Алга. Барабызға да сәлем. Менің исемім Хасандинов Талгат. Мен татар тілі активисті болам, һәм қазіргі вакытта Мәскәү дәүләт университеты тарих факультетында білім алам. Всем здравствуйте. Меня зовут Хасандинов Талгат. Я в настоящее время обучаюсь в Московском государственном университете на историческом факультете. Сегодня я хочу рассказать о своем проекте «Татар электрон китабы». Я думаю, что его не совсем уместно переводить как «Татарская электронная книга», поскольку названия очень многих проектов, очень многих организаций пишутся на одном языке, либо говорят пишут на одном языке, но его не переводят. Предположим, у нас есть бренд, предположим, Макдональдс, мы не переводим Макдональдса, либо магазин Ревгош, мы пишем на русском Ревгош, но мы не переводим. Так вот, о чем же мой проект? Мой проект – это проект о книгах на татарском языке, о татарах и Татарстане. Цель моего проекта – это оцифровка книг на татарском языке. Я люблю оцифровывать переводные учебники, точнее учебники по наукам на татарском языке, а также художественную литературу, также переводную. Вообще, как мне пришла идея с таким проектом? В октябре прошлого года я, гугля всякие проекты татарские в интернете, не нашел ни одного любительского проекта, точнее проекта, в котором любители оцифровывают татарские книги.
Да, были раньше проекты, как татарская электронная гимназия, либо Адабиятчы Байгыш, но все эти проекты, как правило, существовали лишь несколько лет и загнулись. Ну, предположим, проект Адабиятчы Байгыш загнулся, но перестал существовать в прошлом году. Да, страница ВКонтакте есть, но не более того. В настоящее время есть сайт татарского книжного издательства и Национальной библиотеки Республики Татарстан. Но в этих проектах, как правило, нет а, наиболее удобного для студентов и для всех форматов PDF. Вот. Вообще, я очень люблю книги. Я их покупал и продолжаю покупать на Авито, на Мешок и на Алиби. Среди них я очень люблю читать переводную литературу, а также литературу на татарском языке. Предположим, я нашел на сайтах разных объявлений переводные книги, как «Обыкновенная история» Гончарова, «Кому на Руси жить хорошо» и Пушкина в 2 томах на татарском языке. Дело в том, что они были у меня, и я хотел поделиться этими книгами с другими участниками, с другими пользователями интернета. И до этого их вовсе не было в интернете, за исключением лишь небольших переводов. Кроме того, я 2 года назад заинтересовался проблемой переводных учебников. Переводные учебники — это учебники по наукам, по физике, по математике, алгебре, геометрии, по истории, по общесознанию, по всем школьным наукам на татарском языке. Дело в том, что на татарском языке данные учебники выпускаются очень давно, как минимум с 20-30-х годов 20 века. Да еще в середине 19 века известный татарский просветитель Каюм Насыри издал учебники географии и геометрии на татарском языке. Вот. Как я обратил внимание на эту проблему? Когда в 2018 году принимали поправки в закон об образовании, в статью о языках, в них, в данную статью, согласно данной статье, образование на своем языке может осуществляться в начальном и на основном общем образовании, но не на старших классах. Казалось бы, что тут такого, но именно в Татарстане все предметы с 1 по 11 класс вплоть до 2018 года преподавались на татарском языке. И таким образом сейчас в Татарстане в школах, в старших классах учат на русском языке. Хотя раньше все предметы преподавали, все науки, даже, можно сказать, преподавали на татарском языке. Вот. Сначала я начал собирать данные переводные учебники в сельских школах. Но я столкнулся с очень большим разнообразием, так как учебники, как правило, на татарском языке, ну и на русском языке обновляют каждые 5-6 лет. Да, их выпускают каждые 5-6 лет. Вообще по всем наукам мы выпускали учебники, кроме английского языка. И я начал интересоваться, в каком году выпущен тот или иной учебник, какой его тираж. Я даже заказывал обязательные экземпляры этих учебников в РГБ, поскольку чем больше тираж учебника, тем больше вероятность того, что этот учебник будет найден в той или иной школе. Чем моложе учебник, тем больше вероятность того, что его можно будет забрать в той или иной школе. Вообще во многих школах, даже в городских, больших, библиотеках очень не всегда списывают всю абсолютную литературу. Да, 5-6 лет – это предельный срок учебника. Есть учебники, которые больше используются. Но благо в сельских школах эти учебники не выбрасываются. Вот. Вообще тираж переводных учебников по наукам татарскому падает с середины 2000-х годов по настоящее время. Предположим, учебник по геометрии для старших классов Атанасян. По Атанасян, наверное, все учились. Выпущен был в 2005 году с тиражом 25 тысяч экземпляров. В 2013 году было выпущено всего лишь 5 тысяч. Но это можно связать не только с тем, что обучающихся на татарском языке стало меньше, и порой в городских школах преподавание на татарском языке, а уж тем более в старших классах, перешло лишь на формальную основу, но еще с тем, что вообще количество школьников уменьшилось в связи с падением уровня рождаемости в 90-е.
предположим, учебник по всеобщей истории в 2007 году был выпущен с тиражом, был, так, ага, 8300 экземпляров. А в 2017 году тот же учебник вышел тиражом с 3600 экземпляров. По алгебре в 2008 году за 9 класс был выпущен с тиражом 8600. А в 2019 году, когда было издано новое издание, всего лишь 2100. В каких районах я вообще собирал данный учебник? Я собирал в сельских школах, где их гораздо больше, несмотря на то, что 40, как правило, в сельских школах учатся от 30 учащихся до 100 с копейками, и в городских школах. Но большая часть учебников переводных было обнаружено в школах, поскольку порой в сельских школах площадь библиотеки большая, а учеников меньше. Соответственно, и учебников приходит меньше, и, собственно, места больше. А в городских школах же учебники списываются чаще, и, собственно, я не обнаружил очень много учебников в сельских школах. Раньше, предположим, в золотые времена, когда учебников выпускалось очень много, выпускалось даже 2 линейки учебников. Предположим, по истории в конце 2000-х, 2010-х годах использовалось 2 линейки учебников. По математике в короткое время, в 2010-х годах, 2 линейки учебников. Это Марткович и Макарычев. Ну, в татарских школах всегда используют учебники Макарычева. Вот. Вообще, в настоящее время мною было оцифровано 45 переводных учебников на татарском языке, которые уже не используются в школах. Это... Можно демонстрацию экрана включить? Да, можно. Ага. Сейчас, так, экран. Так, ага. Вот, собственно, слева учебник на татарском языке, который был выпущен в 2010 году, а справа его новейший аналог на русском языке. Последний раз на татарском языке в старших классах учебники выпустили с 2007 года, алгебра и начало анализа, до 2013 года. В последние годы, примерно с 2014 года, идет замена переводных учебников для старших классов на русский язык. Да, с 1 по 9 классы учебники обновляются, приходят новые экземпляры, а так как в старших классах обучение на русском языке, то они не обновляются. Это по общесознанию. Это учебники по химии. Вообще по химии учебники 10-11 классов в 2009 году были выпущены в 2 сериях. Это серия Рудитис Фельдман и учебник Новошинского. В большей части татарских школ использовались учебники Рудитиса, так как их тираж 6000. Тираж Новошинского слева составляет лишь 1000 экземпляров. Но все-таки мне удалось его найти в Кукмурском районе. Это 150 километров от Казани. Справа это нынешний учебник на русском языке. Это учебник по астрономии под редакцией Левитана. Слева это его татарский аналог, он был выпущен в 2005 году последний раз, больше не пересдавался. А справа это нынешний аналог на русском языке. Что интересно, вообще в татарском аналоге переводчик включил несколько слов про обсерваторию Энгельгарда, которая находится в Татарстане. Да. Это учебник по физике для 10 класса. Слева это татарский аналог, получается последний выпуск. Справа его аналог на русском языке. А на татарском языке учебники прекратили использовать по физике где-то с 2018-2019 года. Да. Это учебник по химии Рудитиса, тоже на татарском языке. Справа его нынешний русский аналог. Ну, собственно, что я хочу сказать. Так, остановить демонстрацию. Так, все. Почему я начал заниматься переводными учебниками? Потому что во многих школах данные учебники выбрасывают и списывают.
потому что нет места в библиотеке, либо потому что просто в библиотеке нельзя держать слишком много старой литературы, и теряется та научная лексика, переводная научная лексика, которая выработана поколениями на татарском языке. Вообще, фактически, в 2018 году образование старших классов на татарском языке были обезглавлены, потому что в остальных регионах, уже в старших классах, обучение шло на русском языке, но я имею в виду предметы. Но вообще пострадал не только старшие классы, но и региональные учебники. Предположим, раньше русский язык и русскую литературу в татарских школах обучали по своей методике и по своим учебникам. Но с внедрением ФГОС в начале 2010-х годов от этих учебников стали постепенно отказываться. Учащиеся, которые окончили школу в этом году, последние, кто могли на законных основаниях учиться по этим учебникам. Хотя на самом деле от учебников для национальных школ по русскому языку и литературе стали отказываться уже постепенно в начале 2010-х годов, когда осознали, что к ЕГЭ лучше готовиться по федеральным учебникам. Еще раньше были учебники по наукам, предположим. С 7 по 11 класс были учебники по физике, написанные бывшим министром образования Татарстана на татарском языке. Не переводные, как Перушкин, либо, как я продемонстрировал, Мякишев, а которые прям написаны на татарском языке. Раньше также использовались учебники Казыхановой по математике для начальных классов, но они также были вытеснены из ФГОС. В принципе, они и не были многочисленными. На этом все. Надеюсь, я дополню свой ответ вопросами, которые поступят. Да-да? Спасибо, Талгат, спасибо большое, да, ты проделал очень большую работу. Я сейчас читаю книгу «Школа будущего» Кена Робинсона, да? И он там критикует систему вот именно госстандартов, да, которые как бы убивают настоящее живое образование. И мне показалось, что вот стандартизированное образование, оно именно вот языки малых народов уничтожает по всему миру. По всему миру. И вот дело в учебниках, да, которые должны быть стандартными и так далее, да. И ведь невозможно же сделать по стандарту в одном языке и в другом языке. Они все равно будут разные. Вот. И после того, как ввели ФУГОС и так далее, и реформу вот, закона образования по языку, очень сложно стало учить детей, да, вот, на своем языке. И твоя работа, то, что твои исследования, они нам очень сильно помогают, не только вот татарскому народу, да, но и всем, можно сказать. И вот мы берем пример с тебя. Спасибо большое. У меня вот такой комментарий. Может быть, у кого-то есть вопросы? Даю слово Артему. Спасибо большое, Дилустан. Спасибо большое, Талгат. Очень интересный действительно доклад у вас. Вот есть вопросы в чате, давайте на Да, них я ответим. вижу. Так, Есть есть ли ли проблемы проблемы с с авторским правом при оцифровке? Пока нет. Надеюсь, никто тут не будет жаловаться. Так, это первый вопрос. Спасибо большое. Так сказать, архив учебника, сохранить это наследие. Все же так. Вообще, я думаю, что это и создание архива, и может быть, я не знаю, есть ли аудитория, которая пользуется этими учебниками. Могу сказать то, что по сравнению с татарской художественной литературой учебники набирают меньше лайков. Но я не оцифровываю татарскую литературу, поскольку ее очень много, она пересдается, ее достаточно много в библиотеках Татарстана и за пределами Республики Татарстан. А переводные учебники распространяются исключительно в Татарстане, и преимущественно 90% это татарские школы сельской местности. Когда-то существовали школы, где все науки преподавались на татарском языке за пределами Татарстана. Но они перешли на русский язык обучения в 60-х, 70-х годах. Это в Башкортостане, в Пермском крае,
в Пензенской области. В общем, во всех местах компактного проживания татар. Разве что могу сказать, что по сведениям моих собеседников, в Башкортостане до начала 2010 года, до введения ФГОС, там в начальной школе преподавали, ну, даже науками, сложно сказать, предметы на татарском языке. Я не знаю, как повлиял, почему в Башкортостане ФГОС повлиял на отказ от обучения на родном языке в начальных классах, но тем не менее, ну, собеседники, которым сейчас под 50 лет, я спрашивал их, вы на каком языке обучались? Они говорят, что да, в начальных классах на татарском, а потом уже на русском языке. А вот людям, которые уже 70-80 лет, у них уже все науки были на татарском языке. Поэтому национальное образование, это, к сожалению, дело только Татарстана. За пределами Татарстана, в лучшем случае, что можно рассчитывать, это на преподавание татарского языка и литературы, родного татарского языка и литературы, 3 часа в неделю. Ну, плюс к тому же внеурочные мероприятия на татарском языке, ну и прочую татарскую среду. А о науках на русском языке. Потому что какая татарская национальная школа без преподавания на своем языке? Ведь мы в школу ходим для того, чтобы в первую очередь обучаться наукам. Ну, науки, которые я перечислил. На том языке, в котором учил науки, на том языке легче писать, читать, ну и вообще творить. Поэтому татарская среда в школе есть исключительно в Татарстане. Потому что сравнить, сколько там, 36 часов, предположим, у нас в среднем школьник учится 30-36 часов. И родной язык может звучать только на 3 часах. Это если в русской школе в Татарстане, либо за пределами Татарстана. А тут, получается, в татарской школе сколько? 80%, если все науки преподаются на татарском языке. Вообще я горжусь Татарстаном, что единственный регион, который отстоял право обучать на своем родном языке. Ну и вообще сейчас проблема в чем? Что сейчас учебные пособия вместо учебников, но это только пишут, что учебные пособия. Но главное, что эти учебники выпускаются. Это уже хорошо. Все. Так, пользуешься ли программой перевода типа Омега-Т? Нет, не пользуюсь. А что это такое? Можешь сказать? Ташик и Танак, можешь рассказать, что это такое? Кратко. Омега-Т. Я загуглю. Спасибо. Все, прислал. Ладно, я с чужого компьютера просто сижу. У меня на компьютере нет звука. Вот. Так, омега. Omega.org. Как насчет вузов? Почему? Хотя они хотя бы когда-то были. Есть серия, есть линейка учебников Югары Былем татар тілінде, переводится как высшее образование на татарском языке. Она есть, там есть учебники. Так, погодите. Есть, так, кто это? Артем. Так, Артем. Я могу сейчас назвать некоторые имена учебников, если... Можно ведь минуточку подождать? Конечно, очень интересно на самом деле. А вы вузовские не оцифровываете, нет еще? Я пока нет. Дело в том, что у них тираж гораздо меньше. Сколько экземпляров? 600, от 600 до 1000 экземпляров. Они есть в школах, но я пока ими не занимался. Ну, предположим, есть учебник. Общая химия, это задачи и упражнения. 99-й год. Какой его, сколько тираж? Ну, тираж 1000 экземпляров. Это вузовский? Да, вузовский. Покажите нам его. Ну, как-то так показывается. Нормально? Нет, тут нет, не размывает. Нет, я не могу показать, к сожалению. Что есть еще? Так, получается, математика, анализ, мыслеобразование. Получается, сборник задач по математическому анализу. 2013 год, относительно новый. 1000 экземпляров. Я, честно говоря, видел данные учебники в школах, но я их пока не оцифровывал. Они есть в библиотеке Казанского университета. Это точно. Мне бы с этими переводными разобраться. А у вас есть понимание, вот учебник по математическому анализу на татарском языке, он использовался для обучения где, на каком факультете и в каком вузе? Это интересно.
Возможно, они используются в Казанском университете. Это точно могу сказать. Но я работаю с учителями школы и пока до высшего образования не добрался. Зато я знаю, что есть случаи, когда переводные учебники, которые приходят в татарские школы, не используются. В частности, в школе, предположим, в одной сельской школе где-то с середины 2000-х годов перешли обучение на русском языке, но учебники на татарском языке продолжали приходить. В итоге я прихожу в школу, учебники на русском языке видно, что они истрепаны, они использовались старые, а на татарском языке они лежат как новые. Мне хорошо, потому что они новые, мне сканировать легче, а детей жалко. Как это так? Русскими учебниками пользовались. В конце концов, можно сказать, бюджетная растрата средств. Все-таки Министерство образования и науки сколько вкладывает в перевод, в издание, в распространение учебников. Но в нынешние учебники в этой школе, в моем районе, там используется уже на русском языке учебник. Хотя по документам она татарская школа. Вроде бы все учащиеся татары, учителя татары. Почему на русский язык пришли, не знаю. В соседнем селе А все на вы, татарском языке. Талгат, а вы учились на татарском На сами? русском языке. А, вы на русском учили. Да, Мгм. на русском языке. Я тоже в школьное время задумался, почему вот я из города Леногорска сам. У нас примерно половина на половину. Половина русских, половина татар. Но почему-то, когда я говорил о татарской школе, все говорили о селе. Якобы вот есть сельская школа, там обучение на татарском языке. В то же время в моем городе около 12-13 школ, и во всех в них, кроме одной школы, обучение на русском языке. И я задумался, так, а почему вроде бы у нас достаточно детей татар, а обучение на русском языке? Даже в той школе, в 11-й гимназии, кому интересно, скорее даже там обучение на татарском языке является чистой фикцией. По крайней мере, когда я приходил 2 года назад туда, в тамошнюю библиотеку, там не было. Там были лишь старые учебники переводные на татарском языке. Но по словам завуча, учебники переводные, ну, учебные пособия уже стоят в классах, а детям дают на русском языке. Правда это или не знаю. У меня по умолчанию в городских татарских школах обучение на русском языке идет. Сельским школам я больше доверяю. Вот даже районные центры. Предположим, есть в Татарстане районный центр, предположим, Большая Отня, самый татарский район, Отнинский. Есть Сарманово, Актаныш. Вроде бы в районных центрах там все татары, обучение на русском языке. Такая традиция еще идет с советских времен, поскольку большая часть людей не осознает важности получения образования на своем языке. В то же время в сельских школах не районного центра обучение благо на татарском языке. Да, из-за этого стереотип, что татарский язык порой, обучение на татарском языке лишь в селах, а у татарской общественности, Казани, по крайней мере, понимание национального образования порой ограничиваются второй гимназией. Я надеюсь, тут Рима Гамарова, еще один татарин, да, может быть, поймут меня. Да. Так, я хотел, действительно, в Казанском раньше были программы на татарском языке, однако сейчас их больше не набирают. Что-то есть что-то там есть на татарском языке, но я не разбираюсь в высшем образовании, и в среднем специальном тоже. И в дошкольном я не разбираюсь. Обучение наукам на татарском языке укрепляет знание языка? Конечно, укрепляет знание языка, поскольку в переводных учебниках содержится та научная лексика, которая необходима для, ну, скажем, для свободного владения языком. Предположим, однажды я провел мини-эксперимент. Спросил, а знаете, что... Вот спросил у своих друзей, которые русскую школу, а вы знаете, что такое Болгар-Заман? Многие говорили, это Аур-Заман, типа плохое, это тяжелое время, либо Начар-Заман, это типа тоже плохое время или тяжелое время. Ну, все знают тут, что такое смутное время. Скажите, пожалуйста, тут все знают, что такое смутное время? Ну, слышали что-нибудь? Да, слава богу. Ну вот, смутное время. А это татарский термин, Болгар-Заман. Да. Вообще все татарские писатели, поэты окончили школу на татарском языке. И даже когда говорят о современных татарских писателях, везде о месте рождения именно село. Ну и журналистов, может, журналистов тоже касается, потому что кто оканчивает русскую школу, тот расположен работать и взаимодействовать на русском языке, чем на татарском языке.
татарской школе же наоборот. Немного этот стереотип ломается там, где все татары, но обучение на русском языке. Можно сказать, Актаныш, Муслюмова и так далее. Но я большей частью говорю о родной селе. Но я говорю о городской местности, о многонациональных городах. Казань, Набережные Челны, Альметьевск и так далее. Вот. Талгат, какие перспективы развития вашего проекта? Может быть, будете сотрудничать с кем-то, кто делает что-то похожее, но по другим языкам? Это вообще достаточно мало исследованный пласт, вот эти учебники школьные и так далее, учебники, которые показывают, что наши языки могут быть на более высоком уровне, чем тот уровень, на котором они находятся сейчас. И мне кажется, вот с кем бы я ни встречался, всех очень захватывает то, что в 20-е, 30-е на Коме, на Удмуртском были учебники обществознания, географии и так далее. То есть как бы мир представлялся в более сложном виде на этих языках вот тогда, 100 лет назад. У вас, слава богу, эта традиция не прерывалась. Какие перспективы сотрудничества или там развития проекта у вас? Ну, какие перспективы? Оцифровать почти все переводные учебники, которые выпущены примерно до 2014 года. Как можно больше. Дело в том, что нынешние переводные учебники, которые используются, они были выпущены с 2015 года. Там математика для 5 класса, потом для 6 класса. Вот. Ну, какие перспективы? Я знаю, кто оцифровывает. Тут наверняка знает кто-то Ихтика. Это о башкирах, Башкортостане, башкирском языке. Я вот тоже знаю. Иногда общаюсь. Ну, какие? Я не знаю, какие перспективы. Ничего не могу пока конкретно сказать. Ну, нет, это окей, это нормально. Мне кажется, что вот Оцифровать как интересно... можно больше учебников. Да, интересно еще Мгм. посмотреть на то, что есть на других языках России. Артем, еще я Да. хотел сказать. В 20-30-е годы проводилась политика коренизации, и тогда, если после этого времени национальное образование на своем языке не укрепилось, да, дело в том, что это была Но оно хорошая где-то не попытка. успело, оно не Да, успело не успела. развернуться. Да, не М. успела. Все-таки 20-30 годы – это специфическая штука. Да. Талгат, я Вы хочу дать слово. Ага. Извиняюсь, хочу дать слово. У нас есть вопрос от Поликарповой Евдокии Михайловны. Мы сейчас ей включим микрофон. Она завкафедрой методики преподавания якутского языка в Якутском университете. Вот. И она сейчас тоже вас спросит по поводу вашего проекта. Дюлыстан, пожалуйста, включайте. Ага, спасибо, большое, молодежь. Я заинтересовалась вот информацией и зашла. И, как видите, я человек не молодой, но вот чем занимается Талгат, это благое и перспективное дело. Действительно, я обучалась по всем предметам в школе до далекие 60-е годы на родном языке. И по физике у нас был учебник, и по химии учебники были на родном языке. И почему-то из нашего поколения выросло, в общем, очень такие добротно образованные люди. Так что родной язык наукам дает, мне кажется, большой ключ, глубокий ключ. А вот насчет писателей и творческих людей, кто с молоком матери впитывает родной язык, родную культуру, историю родного народа, у того же, наоборот, вот именно свое и национальное, не только национальное, а так природное пробуждение делает их вот, истинными большими писателями, творцами и научными работниками. Вот я хочу спросить, Талгат, вы владеете информацией, как в Республике Татарстан изучается культура, национальная этническая культура, история республики, как школьные учебники, есть программы, и включены они. У нас с этим есть очень большие проблемы. Да, есть учебники по истории Татарстана и татарского народа. Они издаются, в советское время они издавались очень мало, в 90-е годы их больше, уже с 91-го года раз, два, три, четыре, уже 5 или 6 изданий учебников вышло.
есть линейка учебников с 5 по 11 класса, получается 5, 6 один учебник, 7, 8, 9 и 10, 11. Да, они издаются и на русском, и на татарском языке. В русских школах учебники на русском языке, в татарских школах учебники на татарском языке. Есть учебники в электронном варианте. Можно найти на сайте татарского детского издательства. Нет, у меня чужой компьютер, не могу, к сожалению, прислать. Да. Вот что я заметил. Вас как еще раз зовут? Евдокия Михайловна. Ага, Евдокия Евдокия Михайловна. Что вот, по крайней мере, для старших классов учебники, которые выпущены в 2009-2010 году, они гораздо больше, и там больше информации, чем в одном учебнике, выпущенном в прошлом году. Предположим, как можно сказать, что вся история Татарстана с 1917 года была издана на 94 страницах, хотя в прошлом учебнике было 300 страниц. Почему так это связано, я не знаю. Да, работа налажена. Можно еще сказать, что многие монографии можно скачать в PDF-формате на сайте Института истории имени Марджани. Там есть эти учебники. И на сайте татарского детского издательства это уже школьные учебники. А как... Спасибо. Ага. Еще, знаете... Насчет по культуре народов, Республики Татарстан, народов Республики Татарстан, изучается как школьный предмет в школах? И созданы ли там учебники? Да. Вообще, как такового отдельного предмета нет. Он включен в состав обычной истории. И я как школьник могу сказать, что изучать историю Татарстана, татарского народа или не изучать, принимает учитель. Порой, может быть, в программах уделяется несколько уроков этому предмету. Но, как правило, основной упор идет на историю России. В принципе, изучение всемирной истории, я как историк могу сказать, что изучить в течение 1/4, либо даже полгода всемирную историю в школе, это нереально. Поэтому и всемирная история, и своя история, они идут под откос. Тем более, что нет хотя бы 1 часа в каких-либо классах, чтобы изучать. В Башкортостане есть история культуры Башкортостана, у нас нет. Учебники есть, используют их или нет, это уже на совести учителя и ученика. Спасибо, Талгат. Я поняла, у нас вот такая же история, хотя и с 5 по 11 класс создано учебное пособие «Культура народов Республики Саха», где, в общем-то, в комплекте и якутская культура, и венская, винтийская, и кагирская культура, и что-то так идет, где-то директора вот как по какому-то варианту или выбирают, и кто-то по линии дополнительного образования используют. По нашему видению, да, вот сохранение, продвижение языков, родных языков должно быть как-то обрамлено культурой и историей народа. Не отдельно только вот языка, история и культура народа. Тогда вот именно можно говорить о каком-то таком серьезном ходе, перспективе сохранения и продвижения родных языков. Спасибо. Так, вопрос. А как потом с обучением в вузах в дальнейшем? После обучения технических предметов на татарском в универах мои одногруппники говорили, что им после такого очень тяжело. Мария, на самом деле проблема того, что обучение в школе идет на своем родном языке, а затем в институтах уже на русском языке, существует как минимум с 50-60-х годов. Во многих произведениях, в некоторых произведениях публицистики, художественной литературы эта проблема поднимается. Грубо говоря, едет 17-летний студент сдавать экзамен в Казань, а все экзамены на русском языке, и в итоге студенту везет или не везет.
Если преподаватель татарин по национальности, он спокойно может выслушать теорему Пифагора, либо теорему Виета на татарском языке и спокойно поставить 5, 4 или другую оценку. Да, были такие случаи, когда из-за того, что из-за плохого знания русского языка учащиеся не поступали в университеты, мужчины шли в армию, а девушки шли работать, либо возвращались в село, в колхоз, на колхоз. Да, на самом деле такая традиция была прервана в 90-е и начале 2000-х годы, когда традиционные экзамены во многих университетах Татарстана могли принимать и на татарском, и на русском языке, но затем обучение шло на русском языке. С введением ЕГЭ все обрушилось. Еще могу сказать, что в Татарстане можно сдать основной государственный экзамен на татарском языке, но об этой возможности очень мало кто знает. На сайте Министерства образования и науки Татарстана есть, если найду, есть кодификаторы, получается, демоверсии, даже открытый банк заданий на татарском языке. Образование и науки РТ. Надеюсь, загрузится. Это уже интересно. Да. А технические предметы, что могу сказать про технические предметы? Я, еще раз говорю, в высшем образовании на татарском языке очень слабо разбираюсь. Технические предметы идут под откос в первую очередь, если идет речь об русификации татарской школы, не о полном, а частичном, в первую очередь переводят математику, физику, химию, но в первую очередь математику, царицу наук. На самом деле, эта проблема и на Украине была, по крайней мере, и она сейчас существует, и в других постсоветских республиках, потому что на родном языке литературы больше, на русском языке литературы больше, естественно, получать образование на русском языке престижнее и лучше. Ну, в принципе, в Дании я слышал, что многие студенты протестовали против полностью англоизированного технического образования, и в итоге, недавно, некоторые предметы перевели на родной датский язык. Естественно, на своем родном языке все воспринимать гораздо легче. В принципе, и при чтении, и при высказывании своих мыслей. Что еще? Что им очень тяжело. Ну, знаете, Мария, если обучаться в школе на русском языке, а потом обучаться на татарском языке, это, да, действительно сложно. Да, либо наоборот. Да, это сложно. Но я с некоторыми выпускниками разговаривал, которые обучались на татарском языке, которые еще успели застать старший класс на татарском языке. Да, какое-то время им было мало, что они только привыкали к русскоязычной среде, но потом постепенно вникли. Ой, что так все о высшем образовании? Лучше бы о школе бы. Так, идеальный вариант. Дифференцированное обучение. Часть по-русски, часть по-татарски. Артем, можете конкретнее сказать, что значит обучение часть по-русски, часть по-татарски? Часть предметов. Каких предметов? Ну, предположим, что это технические предметы. Ну, часть предметов, да. Понимаете, я считаю, что язык для того, чтобы он был модным, популярным, им пользовались все науки. Получается, он должен использоваться везде. И перевод хотя бы части наук, преподавание части наук, либо частичная русификация, она уже вредит татарскому национальному образованию, ну или вообще любому образованию. А вообще часть наук преподается вообще в школах Адемнар. Это полингвальные школы. Они открыты в Казани, еще в Елабуге открыто. И вот в этом году была открыта в Актаныше. Там есть полингвальные классы, где образование на двух языках, русском и татарском языке. Есть билингвальный на русском и английском языке, а есть общеобразовательные классы. Я говорю про Казань. Я не знаю, как дело обстоит в Актаныше. А что касается рядовых татарских школ и вообще сельских
родовых татарских сельских школ, то там, по моему мнению, все должно проистекать на своем языке. Все-таки нынешняя проблема с высшим образованием идет, по моему мнению, из-за того, что образование на своем родном языке в школах неустойчиво. Если преподавание наук на своем языке в школе налажено, то и в ВУЗе оно наладится. Если оно в школе не налажено, то в ВУЗе тем более будет хуже. Все-таки написать университетский учебник на любом минотарном языке – это не перевести учебник с русского либо с другого языка. Это, хотя можно перевести в вузовский учебник, но это тоже деньги, потребности и тираж. Так, выбор Талгат, языка. давайте вот последняя реплика, и нам надо уже к другому. Вот вы читаете реплику, комментируете ее, и мы все, идем дальше. Сейчас. От Василия. Василий Харитонов, последний наш. Все, выбор языка может быть, да. Ну, вы прочитайте вслух. Так, выбор учебника может быть, да, хотя бы по желанию учителя. Кроме того, я не вижу проблем введения предмета по-татарски с русским учебником, например. Почему в России так строго пытаются разделять языки? Есть миллион возможностей образования быть многоязычным при желании и гибких подходах. Василий, порой учебник на своем родном языке – это единственный источник информации по той или иной науке. Поэтому перевод учебника, получается, не выпуск переводного учебника на татарском языке еще в большей степени вредит своему языку, чем, получается, чем частичный перевод. Грубо говоря, один пример приведу. Предположим, по всемирной и по российской истории, кроме переводных учебников, нигде невозможно прочитать о смутном времени, о 20 веке, о образовании Киевской Руси и прочих тем на своем языке. Ну, может быть, альтернативу вставляет Википедия татарская, но тамошние статьи, качество тамошних статей меня не вызывает доверия. По химии, физике и по прочим предметам школьные учебники – это порой один из немногих, если не единственный источник той или иной научной лексики. А перевод преподавания наук на русский язык в старших классах обедняет лексику на татарском языке, потому что тамошние темы уже не изучаются в своем языке. А учебники в электронном виде есть, поэтому при желании их можно пройти. Тем более по точным наукам учебники многие выпущены в советское время и слабо изменяются с этого времени. Марткович тот же самый, Виленкин, Макарычев и так далее. Всем так, я не спорю с вами, ваша деятельность. Просто хочу. Все, в принципе, все. Если перевод дороже табличек. О, у меня есть опыт. Талгат, я прошу прощения, напишите в чате, нам надо идти дальше. Я понимаю, что вы... Все, давайте идите дальше. Вы вот реально суперзвезда этой конференции. И доклад вызвал много комментариев, большой интерес у всех вызвал. Тема острая, жгучая, и мне вот лично очень понравилось все, что вы говорили. В общем, Бигзур Рахмат. Значит, да, и идем дальше.